Я все-таки приверженец такого академического чтения. Я считаю, если это художественное чтение, то здесь прежде всего мысль, заложенная автором, она должна идти через слово. Воздействовать мы должны словом. Я считаю, что чтец, он не должен привносить в свое чтение эмоции, чувства, переживания, то есть он не должен играть отрывок. А многие актеры увлекались здесь игрой отрывка. Это несколько иное, это мастерство актера. А здесь важно, когда через слово я рождаю эмоции у слушателя. Вот слушатель должен переживать, страдать, мучиться, поддерживать, там, смеяться, радоваться этому только через слово. Я вот приветствую академическое чтение, поэтому, когда вот привносилась музыка, элементы актерского мастерства, меня немножко это отвлекает. Ездили в город за запчастями. И Сергей Духанин увидел там, в магазине, женские сапожки. И потерял покой. Захотелось купить такие жене. Сергей долго любовался на сапожки, потом пощелкал ногтем по стеклу прилавка и спросил весело: «Это ж сколько? Такие пипеточки стоят?» «Какие пипеточки?» — не поняла продавщица. «Да вот, сапожки». «Пипеточки какие-то. 65 рублей». Сергей чуть вслух не сказал «Ой-ё!» Протянул. «Да, кусаются». Продавщица презрительно посмотрела на него. Странный не народ продавщицы. Продаст обыкновенный килограмм пшена, а с таким видом будто вернула забытый долг. 65 рублей у Сергея были. Было даже 75, но... Представил Сергей, как заблестят глаза у жены при виде этих сапожек. Она ведь иногда как маленькая, до слез радуется. Вот так живешь 45 лет уже, и все думаешь, ничего, когда-нибудь буду жить хорошо, легко, а время-то идет. И так и подойдешь к той ямке, в которую ложиться-то надо, а всю жизнь чего-то ждал. Так вот спрашивается, какого дьявола надо было ждать, а не делать такие радости, какие можно делать? Ну вот же есть деньги, стоят необыкновенные сапожки. Ну возьми, сделай радость человеку. Может, и не будет больше такой возможности. Ну-ка, дай-ка их посмотреть, попросил он. Чего? Сапожки. Чего их смотреть? Какой размер нужен? Да я не знаю, какой размер. Я на глаз прикину. Едет покупать и не знает, какой размер. Их примерять надо, это же не тапочки. Да я вижу, что не тапочки, по цене видно. Ну и нечего их смотреть, каждый будет смотреть. Так, ну вот что, милая, обозлился Сергей. Я же не прошу показать мне ваши панталоны, потому что не желаю их видеть, а прошу показать мне сапожки, которые стоят на прилавке. А вы не хамите здесь, не хамите, нальют глаза и начинают. Продавщица швырнула ему один сапожок. 65 ровно? Спросил. Продавщица зло смотрела на него. Вам платить или в кассу? Продавщица, продолжая смотреть на него, сказала негромко: «В кассу». Продавщица все глядела на него. В глазах ее, когда Сергей повнимательнее посмотрел, действительно стояла белая ненависть. Сергей подал чек продавщице. А продавщица чек не брала. Теперь в глазах продавщицы была и ненависть, и какое-то еще странное удовольствие. «На контроль», — негромко сказала она. «Где это?» — тоже негромко спросил Сергей, чувствуя, что и сам начинает ненавидеть сухопарую продавщицу. «Да не гляди ты на меня! Не гляди, милая! Женатый я! Нет, я, конечно, понимаю, что в меня сразу влюбиться можно, но терпи, что уж сделаешь. Так где, говоришь, контроль-то, а?» У продавщицы даже ротик сам собой открылся, такого она не ждала.
О, подивился на себя Сергей. Это ж надо было такую есть бабу. А вот не будет психовать зря, а то стоит вся и зазлилась. На контроле ему выдали сапожки. Сергей хотел быть спокойным и уверенным, но внутри у него вздрагивало и привязалась одна тупая мысль. Половина мотороллера. И хотя Сергей знал, что 65 рублей это не половина мотороллера, все равно упрямо думалось половина мотороллера. Эх. В село приехали к вечеру. Клавдия достала из чемодана коробку. Из коробки выглянули сапожки. При электрическом свете они были еще красивее. Они прямо смеялись в коробке. Батюшки мои, да кому это? Тебе кому? Клавдия села на кровать. Городской сапожок смело полез на крепкую крестьянскую ногу и застрял. Сергей почувствовал боль. Не лезли. Голенище не лезло. Сергей встал, хотел помочь. Нет, не лезли. Да погоди, надень-ка тоненький какой-нибудь чулок. Да кого там, видишь? Эх, да что же это за нога? Возбуждение угасло. Эх, сокрушалась Клавдия. Да что же это за нога? Сколько они? 65 Сергей закурил папироску. Ему показалось, что Клавдия не расслышала цену. 65 рубликов, мол, цена-то. Нет, она слышала цену. В глазах ее, на ресницах блестели слезы. Эх, разок довелось, и то. В сердце Сергея опять толкнулась непрошенная боль. Жалость, любовь, слегка забытая. Он тронул руку жены, поглаживающую сапожок. Пожал. Клавдия глянула на него. Встретились глазами. Клавдия засмеялась. Перед сном грядущим Сергей всегда присаживался на низенькую табуреточку кухонной двери, курил последнюю папироску. Присел и сегодня, курил, думал, еще раз переживал сегодняшнюю покупку, постигал ее нечаянный, большой, как ему сейчас казалось, смысл. Сергуй, ласково позвала Клавдия. Сергей встал, загасил окурок и пошел к горницу. Ейгі ауыл киске ингейні. Как раз күту қайтқан сағында әлхірәген хайвандарды қауып, иномарка инді ауылға. Руль артында қара кіші көріп, құты алынған нәсіл үгіді, яман үкіріп, кері қырға сапты, бұлғай-бұлғай ұслы мүгіді. Күту қаршыларға сыққан халық танып алды кімдер екенін. Эт тұтқаны Бәдірі Ямал қыды, рульдәгігі оның кияуі. Имеш-мимеш күптән йөрейне, яна Бәдірі Ямал қыды ұрқыя, ғәрәпкәме, түріккәме сыққан, ниндәйдір қара түркиге. Шықтай бәхәсләшті ауыл халқы. Қайһығы ұрқыяны яқланы, икенселәр киріхінсә әрләп ниндәй генә исем тақманы. Абау ахирәттәйім, бұл қара нәмәнің нисік ятмақ кәрәк янында, лучше урысқа сыққын инде, ясуашқа шунда марыйға. Қаршы яқта үзләрін сәхилей. Ну что, ғәрәп, зато сүннәтлі, постоянно қымған менән йөрей. Вашайт безнең милләтте. Ул арала иномарка джип, үз артынан туҙан туҙҙырып, Бәдірі Ямал ҡарсыҡ ҡапҡаһына килеп баҫты, тамам терәлеп.
Капка астынан үріп тұрған Харыбай, яңылыш тілін тішләп бисара, сыйнай тидерәк инеп қасты асық қалған иске мұнсаға. Машинанан башта харап түшті. Қаралыққа қара зараза, но әдәплі. Джентльмен енді, қатынына бұлыша сыразы. Югіріп барып джип ишігін асты. Қолдарынан тұтып түшірі, ұрқияға біріне көтәртмәні. Көт культура малай кішілі. Хоңынан олар, икәуләшіп бірге кабинанан немәлер алдылар. Бик хақ қына ерге түшірділер. Бұл әттәрі ині. Вальдемар. Тимәк, бұлай. Қонаққа қойтқан әт, ол кес бір қойдала сықманы. Юлда келіп көңелі бұлғанғанға, хүтті әсмәй ятып юқланы. Бәдір ямал әті Харыбай, арт тәпәйіне басып, хұзылып тәдірі аша ұзақ қарап тұрды, юқлап ятқан әтке қыдығып. Шулай итеп, түн дауылып кетті. Құяш сығып айыр хаулылар. Енді күту қауып қайтты Харыбай. Хаман юқлай біздің Вальдемар. Һәм ниһаят тұрды қонағыбыз. Педикюрлар яһап алдыла, күкірек толы медалдарын асып, сығып кетті ишік алдына. Шулай итеп, хужа эт һәм қонақ ұсыраштылар қапқа түбінде. Ескәш, ялаш кетті, танышулар, сәлемләшү өттер тілінде. Нихал, брат, түклі аяғың менен, мен местный эт Харыбай боламын. Ұшы ишік алды хозяйна, а вообще авторитет тұрамдың. Шуға күрә бір кімден да қорықма. Хин бит туған менің қонағым. Елкаңдан бір түк йоның түшмәз. Менің урам, хинің урамым. Ты чё, абориген? Кім әлі хин? Харыбай тип ме? Исемің атала. Так вот, Харыбай. Әгәр ул булха, бөтә авылығыз менән аталар. Мен дәйттәр булдым яла, булха булыр 4-5 башқына. Хиндәй плейбейдар түштәрендә шуышып йөрергә тиеш қаршымда. Ярай тине Харыбай, бик махайма, қайдан килгән буржуй кисәге. Қунақ булһаң кустым хин тайнақ бул, юқха. Хәзер сәйнәп өдәбез. Теш күрһәтеп башка ырламаны. Тауыш сығарманы Вальдемар. Инде бұлар хәзер достар булып, әхирәттәр булып алдылар. Икәүләшеп бақсала йөренеләр, азбар артын қарап кірділер, ағас түбі хайын бұт күтәріп тамғаларын халып йөренеләр. Хоңынан құяш түшкә ушқас, инеп ятты бұлар ышыққа. Қаралы де Харыбай, һеҙҙең унда нисек кирәк? Хишыҡ-мишыҡтар? Ну, нисек тип? Хужам 3-нче йыл күҙле башлы итте. Ярашты. Йылдың һәр май айында ҡауыштыра. Йылына бер күрәм кәләште. Да, туғанҡай, хәлең шәптән түгел. Беҙҙең бында лафа, хөрриәт. Мин теләһә ҡайһы этте ҡыуып етеп сыйната алам. Ҡапҡаға терәп, гарем тотҡан солтан кеүек йәшәйем. Үҙем патша бында, үҙем хан. Беҙҙең бында ярты ауылатты эте Харыбашлы. Миңә оҡшаған. Ҡунаҡ эттең ғәжәпләнеүенән ауыҙы асылып сыҡты телдәре. Бына ҡайҙа йәшәп ята икән эт халҡының бәхетлеләре. Ну что ж, тине Харыбай. Уж так и быть. Алып барам һине бер ергә. Ғүмерең буйы һағынып искә алырһың. Онотолмаҫлыҡ булыр мәңгегә. Бөгөн кискә бөтә тирә-яҡтан эттәр йыйыла үләт баҙына. Көсөктәр ҙә килә, инә эттәр ҙә. Ну, оргия, разврат аҙғына. Киттек әйҙә. Башта юл өҫтөндә колхоз заправкаһына инербеҙ. Бензин параһылап кайф тотайыҡ. Айыҡ барһаң унда күңелһеҙ. Килеп, етте булар ауатына. Ергә ятып, һулыш алдылар. Шунан Харыбай нутыҡ тотор өсөн һүҙ һораны мәжлес халҡынан. Иң уртаға сығып баҫтыла ул: «Эй, ямағат!» тине. «Иғтибар! Туйыбыҙҙы башлап ебәргәнсе, һеҙгә әйтә торған һүҙем бар. Баш өҫтөнән һанап ҡарағанда, мәжлес зурҙан булыр, туғандар. Саҡырылмаған ваҡ көсөктәр бик күп. Улары ник килеп тулғандар. Мин предупреждать итеп ҡуям. Белеп булмай нимәләр булаһын. Алай-булай һуғыш фәлән сыҡһа, аҫтан инеп сәйнәш булмаһын.
Вағыттарға қабат-қабат айтам. Аяқ арахына инмәгіз, сират алған болып бәхәсләшіп, бізге мишат етіп йөрмәгіз. Һеҙҙең өсөн түгел бүгенге туй. Арабыҙҙа бүгін ҡунаҡ бар. Бөтә инәттәр һинең өсөн. Әйҙә, башла, брат Вальдемар. Мин һүҙемде ошо урында төгәлләп, хикәйәмде тамам итәмен. Әллә инде еткерәйемме һеҙгә мәжлестең нисек бөткәнен? Димәк, былай. Ҡунаҡ эт Вальдемар боҙолоп, һүгенергә өйрәнеп, бет эйәртеп, миҙалдарын юйып, эштән сығып ҡайтты һөйрәлеп. Ә йәшәргә ул ауылда ҡалды. Россияда актер, театр одного актера деген әйбер бар, әйме? Шыға да актер сәғәтләр буйы тота залны. Бір әйбер сөйли. Менә миңа бүген бик ошады Маяковскийның ниләре, хатлары буенча актер шығып сөйләде, әйме? Менә шушындый нәрсә бездә юк ул. Татар, башҡортта юк. Нишләп юк икән? Менә шушыны бәлким театр одного актера деген әйберне ачырга кирәктер. Кому в наши дни известно слово «компрочекосы»? Ну, кому понятен его смысл? Компрочекос – составное испанское слово, означающее «скупщик детей». Они покупали и продавали детей. Что же они делали с этими детьми? Они делали из них уродов. Для чего же? Для забавы. Народ нуждается в забаве, но нормальный ребенок не очень забавен. Горбун куда потешнее. Отсюда возникает настоящее искусство. Из нормального человека делали уродца. Компрочекосы с такой изобретательностью изменяли внешность ребенка, что родной отец не узнал бы его. Они вытравляли природные черты ребенка, как спарывают метку с украденного носового платка. Компрочекосы лишали ребенка не только лица. Они лишали его памяти. Ребенок не знал о причиненном ему увечье. В лучшем случае он мог припомнить, что однажды его схватили какие-то люди, что он заснул и что потом его лечили. От какой болезни он не знал. Статут, изданный в самом начале царствования Вильгельма III, со всей силой обрушился на сообщество компрочекосов. В силу этого статута члены шайки, увлеченные в преступных действиях, подлежали клеймению. Главарь подвергался стоянию позорного столба, конфискации имущества и пожизненным заключением в тюрьме. Иметь при себе ребенка становилось опасно. От него старались отделаться. Бежать без него было много легче. И гораздо легче было сбыть его с рук. Однажды вечером, к концу одного из самых морозных январских дней, в бухте Портлендского залива можно было заметить урку, причалившую к прибрежным скалам. Кроме людей, торопливо готовящихся к отплытию, несомненно, под влиянием страха и тревоги, в бухте никого не было. Они копошились на берегу и с озабоченным и растерянным видом торопливо сновали взад и вперед. Во мраке вырисовывались только их силуэты. Среди этих движущихся силуэтов был один поменьше. Он мог принадлежать карлику или ребенку. Это был ребенок. Урка была палубным судном. Всю кладь быстро погрузили в трюм, пора было выходить в открытое море. Последний ящик был уже поднят на палубу, оставалось только погрузить людей. На судне началась суета, предшествующая отплытию. Владелец урки взялся за руль, один из матросов схватил топор, чтобы обрубить причальный канат. Рубить канат – признак спешки. Когда есть время, канат отвязывают. «Идемте», – в полголоса произнес один из 6, одетый в лохмотья с блестками и казавшийся главарем. Ребенок стремительно кинулся к доске, чтобы сбежать первым.
Но не успел он поставить на нее ногу, как к доске ринулись двое мужчин, сбив его в воду. За ними, отстранив ребенка плечом, прыгнул третий. Четвертый оттолкнул его кулаком и последовал за третьим. Пятый, это был главарь, одним прыжком очутился на борту и каблуком спихнул доску в воду. Взмахнув топором, обрубили причал, руль повернулся, судно отчалило от берега, и ребенок остался на суше. Ребенок замер, пристально глядя им вслед. Он даже не крикнул, никого не позвал на помощь. Все, что произошло, было неожиданностью для него, но он не проронил ни звука. Можно было подумать, что он понимает. Что именно? Что понимал он? Непостижимое. Он посмотрел на землю, отыскивая тропинку. Вдруг он наклонился. Он увидел на снегу что-то похожее на след. Ребенок стал рассматривать его. След был оставлен босой ступней. Нога была меньше мужской, но больше детской. Вероятно, это была нога женщины. Следы были еще совсем свежие, слегка припорошенные снегом. Не спуская глаз с этих следов, ребенок пошел по ним. Некоторое время он шел по этим следам. К несчастью, они становились все менее и менее отчетливыми. Снег так и валил. Вдруг, то ли потому, что их окончательно замело снегом, или по другой причине, следы пропали. Все вокруг опять стало гладким, плоским, ровным, без единого пятнышка. Земля была сплошь затянута белой пеленой, небо черное. Выбившийся из сил ребенок наклонился к земле и стал приглядываться. Увы, тщетно. Не успел он выпрямиться, как ему почудился какой-то звук. Он был похож на голос, на стон, и исходил, казалось, скорее от человека, чем от животного. Однако в нем было что-то замогильное, а не живое. Это был звук, какой нам слышится иногда сквозь сон. Ребенок посмотрел вокруг, но никого не увидел. Он прислушался. Звук прекратился. Все было тихо. Очевидно, в густом тумане что-то вызвало слуховую галлюцинацию. Он снова двинулся в путь. Он брел теперь наугад. Но едва он прошел несколько шагов, как звук возобновился. На этот раз он уже не мог сомневаться. Это был стон, почти рыдание. Кто-то дышал, кто-то задыхался, кто-то плакал. Глухая мольба, доносившаяся неизвестно откуда. Человеческий стон, носившийся где-то в пространстве. Вот что слышал ребенок в непроглядном мраке. Колеблясь между безотчетным желанием бежать и безотчетным желанием остаться, он вдруг заметил в нескольких шагах от себя волнообразное возвышение размером с человеческое тело. Невысокий бугорок, нечто вроде белой могильной насыпи на заснеженном кладбище. В эту минуту стон перешел в крик. Он доносился из-под этого холмика. Ребенок присел на корточки перед снежным сугробом и принялся торопливо разгребать снег обеими руками. По мере того, как он расчищал снег, перед ним стали вырисовываться очертания человеческого тела. И вдруг в вырытом углублении показалось бледное лицо. Но кричало не это существо. Нет, глаза его были закрыты, а рот, хотя и открыт, но полон снега. Лицо было неподвижно. Это была голова женщины. В разметавшиеся волосы набился снег. Женщина была мертва. Вдруг он почувствовал под своими руками какое-то легкое движение. Что-то маленькое шевелилось под снежным сугробом. Ребенок торопливо раскидал снег и увидел на обнаженной груди матери
жалкое тельце крошечного, совершенно голого младенца, хилого, посиневшего от холода, но еще живого. Это была девочка. Как только лицо малютки показалось из-под снега, горький плач ее сменился резким криком. Мальчик взял малютку на руки. Почувствовав, что ее держат на руках, она перестала кричать. Лица двух детей соприкоснулись, и посиневшие губы младенца прильнули к щеке мальчика, как к материнской груди. Малютка была близка к тому состоянию, когда застывающая кровь останавливает биение сердца. Мать уже успела в какой-то мере приобщить ее к своей смерти. Холод трупа распространяется на окружающее. Ножки и ручки малютки были словно скованы этим ледяным холодом. Мальчик тоже почувствовал на себе его дыхание. Из всей одежды на нем, сухой и теплой, оставалась только матросская куртка. Мальчик положил крошку на грудь умершей, снял с себя куртку, закутал в нее девочку, снова взял ее на руки и сам теперь, полуголый, ничем почти не защищенный от бушующей вьюги, держа малютку в объятиях, опять тронулся в путь. Снова отыскав щеку мальчика, младенец прильнул к ней губами и, согревшись, уснул. Это было первым поцелуем двух детских душ, встретившихся во мраке. Мать осталась лежать в снегу. Лицо ее было обращено к ночному небу. Но в ту минуту, когда мальчик снял с себя куртку, чтобы закутать в нее ребенка, покойница, быть может, увидела это из беспредельности, где уже была ее душа.